Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Бугун», в студии ведущая Лариса Волошина. И сегодня мы будем говорить с вами об очень непростой теме – о героизме и предательстве. 4 марта Ленур Ислямов на своей странице в Facebook опубликовал письмо Ахтема Чийгоза, в котором Ахтем Ага говорит о том, что прокуратура оккупированного Крыма планирует использовать против него в суде в качестве доказательств приговоры по делам других фигурантов 26 февраля Искандера Набиева и Талята Юнусова. Здесь надо пояснить, что дела Искандера Набиева, Талята Юнусова – это дела, которые рассматривались по особому порядку рассмотрения уголовных дел. Этот порядок предполагает, что обвиняемые полностью признают свою вину, не требуется никаких доказательств, никаких заслушиваний свидетелей, и приговоры уже вынесены. В данном случае Ахтем Ага обвиняет адвоката ребят Джемиля Темишева в том, что он, воспользовавшись моральной и психологическим состоянием своих подопечных, фактически склонил их к тому, чтобы они лжесвидетельствовали против себя и в своих признательных приговорах поспособствовали обвинению против других фигурантов дела 26 февраля. В ответ Джелял Темишев написал на своей странице в Facebook очень большой пост, где он объяснил, что он действительно советовал своим подопечным согласиться на особый порядок, признать вину, но он объяснил, что при таком порядке рассмотрения дел не может быть и речи ни о каком лжесвидетельстве, а тем более оговоре, потому что материалы, которые добыты в результате такого уголовного процесса, не могут быть использованы в других уголовных делах. В свою очередь, Джелял Темишев обвинил уже Ахтема Чийгоза в том, что он передергивает факты, подменяет понятия и фактически занимается грязным цинизмом. Вот именно об этом мы сегодня и будем говорить с гостями в нашей студии. Сегодня с нами Мустафа Джемилев, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа, лидер крымско-татарского народа, и Ленур Ислямов, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар. Здравствуйте. Первый вопрос у меня к вам, Мустафа Ага. Я прочитала то, что писал Ахтем Чийгоз. Вот те приговоры, о которых идет речь, которые признали ребята в особом порядке, там в частности сказано вот что Ахтем Чийгоз неустановленным следственным лицами, действуя умышленно, разработал преступный план по организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Крыма. При этом указанные лица, входящие в Меджлис, заранее предусмотрели силовой сценарий развития событий, который должен был организовывать Чийгоз путем призыва к применению насилия над гражданами и призыва к массовым беспорядкам. Это в каком документе? Это вот в тех приговорах, которые были признаны. И мы сейчас говорим о том, насколько вообще подобная формулировка. Вот это дело 26 февраля, это, безусловно, политически мотивированное дело. Но и тут возникает вопрос, насколько возможно в таком политически мотивированном деле признавать вот это. Ну, во-первых, начнем с того, что ныне в оккупированной Крыму, да и вообще сейчас по всей России, так же, как и в бывшем Советском Союзе, правосудия в вопросах, касающихся политических тем, нет. Приговоры там выносятся в другом месте. А это всего лишь, так сказать, процедура. Декорум правосудия. Участвовать на этих процессах вообще-то есть смысл только в том случае, когда есть возможность показать общественности, насколько эти карательные органы действуют без закона, в том числе нарушая даже законы собственной страны. Поэтому здесь вообще само участие, если нет такого адвоката, как, скажем, как Полозов, который после каждого процесса выходит и говорит, а что там происходит, и причем для прессы, то других методов я не вижу. Я, по крайней мере, являюсь экспертом, можно сказать, в этих делах. Я 7 раз все-таки судился. И участвовал на этих процессах только
будучи уверенным, что вот то, что там будет говориться, станет известно широкой общественности. Мы для этого прилагали все усилия. Что касается письма Ахтема Чайгоза. Это очень принципиальное письмо. Я его очень хорошо, подробно ознакомился. Он все ставит на свои места. Что это значит освободить человека и какой ценой? Да, там сказано, любой ценой освободить человека из-под Ну, страха. любой ценой Ахтем Чайгоз давно уже был бы на свободе среди своих там родственников. Он бы вообще даже туда не садился бы, если бы только согласился бы с оккупантами. Достаточно было сказать, даже не надо ему было признавать оккупацию. Просто сказать, я ухожу, я в стороне, я молчу, и все. Но это человек-борец, человек с идеалами. Он отстаивает свою точку зрения, прекрасно зная, что за это ему получат там 7-10 лет. Это действительно человек с большой буквы. А вот эти разговоры, вот да я облегчил его точку, его положить. Кто тебя просил об этом? Люди же за какие-то свои идеалы что-то делали. Ну, действительно, Ахтем Чайгоз прав в том плане, что Темишев, как адвокат, он бы мог бы дать советы. Но не такого совета, как вы говорите, как он называется у них там? Упрощенная процедура. Зачем упрощенная процедура? Потому что она не требует доказательств, она не требует свидетелей. Человек полностью признает свою вину. А в чем признавать свою вину? Он же адвокат прекрасно знает, что эти ребята невиновны ни в чем. Где твоя принципиальность? Ты же можешь сказать, ребята, вы ни в чем не виноваты, вы ни в чем не должны каяться или признаваться. Вот главное, в чем заключается. Да, за это потом могут дать срок. Вы знаете, я хочу задать Ленору Ислямову вопрос, потому что вас тут же обвинили в раскачивании лодки, когда вы опубликовали это письмо. Там интерес представляет дискуссия под постами Темишева, где, если посмотреть внимательно, там идет претензия к лидерам крымско-татарского народа в том, что они уехали. Там идут призывы о том, что будущее крымско-татарского народа с Россией. Это у кого? Это у Темишева в комментариях. Вы понимаете, я не знаю, реально ли это люди пишут. Там говорят о том, что Ахтем Чайгоз и лидеры Меджлиса используют наивных ребят в политических целях. Это крайне важно, потому что мы видим, что вот эта активность вот этих месседжей, это абсолютно российские тезисы. Россия настаивает, что все, что происходит в Крыму, это конфликт между Украиной и Россией. Она вычеркивает крымско-татарский народ как вообще субъект, как предмет разговора. И мы видим, как люди, комментируя, говорят о том, что это какая-то драка между Украиной и Россией, в которой крымско-татарский народ использован как пешка. Мне крайне важно, понимаете, понять, когда я это читала, мне стало понятно, что мы должны говорить теперь не только о суде по 26 февраля, мы должны говорить о спецоперации российских спецслужб, в использовании этого дела для того, чтобы дискредитировать лидеров, дискредитировать национальную идею, для того, чтобы внести раскол в сообщество. И если мы будем рассматривать вот это дело как спецоперацию ФСБ, как вы думаете, когда она началась? Ну, об этом и сам Путин об этом говорил, что она началась 10 лет назад, когда мы впервые стали задумываться о Крыме. Сейчас уже и там и Чалы, и все остальные, это адепты этого русского мира, они уже подтверждают, что эта операция готовилась давно. И то, что нужно было только слабость Украины в какой-то момент, чтобы можно было это сделать реальностью, из вымыслом реальностью. Но я сейчас хочу вернуться вот по делу по Ахтему Чайгозу. Это назвать судом нельзя. И Темишеву, как адвокату, которому хоть более-менее со знанием юриспруденции, он прекрасно понимает, что это судилище над людьми, которые действительно ни в чем не виноваты. 26 февраля люди были в другой стране, еще не оккупированные, так, на самом деле, они принимали решения, исходя из законодательства той страны, в которой они находились. Они граждане этой страны. И Темишев это прекрасно понимает. На материке здесь, кстати, и Меджлису в том числе, очень много рекомендовало юристов вообще не участвовать в этом суде, не давать туда даже адвокатов. Ну, потому что это театр одного актера. Этот актер сидит в Кремле,
И все. И получается, что мы участвуем в его спектакле, с одной стороны. Вот сейчас Мустафа правильно сказал, дали туда адвокатов, именно таких адвокатов, действительно, которые действительно будут бороться, таких вот действительно борцов. Почему? Потому что этот спектакль хотели опрелюдить. На самом деле его хотели раскрыть. Да, вот этот спектакль срежиссирован в Кремле. Также срежиссирован спектакль по делу Хизбут Тахрир. Об этом обвиняют всех неподконтрольных мусульман. Есть такие правильные мусульмане, которые исповедуют правильный ислам, так скажем, традиционный такой слово, есть неправильные. Тут же теперь появляются правильные крымские татары, которые, оказывается, все с Россией и даже пишут письма под диктовку ФСБ. Это было бы на самом деле смешно, если бы мы действительно как-то в каком-то этом варианте было бы без человеческих жертв. Но это очень грустно, потому что за каждой этой историей, которую они делают, и в том числе теперь помогают те адвокаты, которые сейчас участвуют в этом процессе, они, как шар бильярдный, ими забивают в лузу Чайгоза. Чайгоза, мы должны, им понимаем отсюда, что это не Чайгоза судят, это судилище над всем народом, нами, всеми, даже теми людьми, которые сейчас смотрят телевизор и думают, это не моя история, что там, Мустафа Чайгоз, там кто-то еще. Нет, ребята, это ваша история, судит вас. Вас судят даже когда вы смотрите простую передачу, детскую, там, утреннюю передачу, вас тоже судят. Потому что как только осудят Меджлис, значит, это осудили весь народ. Это же представительский орган всего народа. И кто, как не Темишев, это должен был понимать, потому что он жил в Крыму и знал все это. И знал, как бальбеки сжигали там чучело, ходили, и кто они сейчас, и откуда они появились. Темишев это знает. Но Темишев что сделал? Он спасает как бы одного человека. И для нас, для всех показывает, что он этого человека спасает, договорившись со следователем, что тот обвиняемый, который сидит там, Искендерли, любой вот этот вот Юнусов ли, под разным видом оправдывает то, что да, у него семья, что-то еще подыгрывает. Один говорит так: я видел Чайгоза через окно, там что-то отсюда, и он там был, но я не видел, давал ли он команды или нет. Другой говорит: да, я слышал, как Ур, Бас, Дави, откуда кричали. Это Асан Чаруф, допустим, его сейчас нет, он сзади кричали. А почему вы это слышали? А я был среди крымских татар, и я слышал, как сзади, после того, как поворачивался то Чайгоз, или кто-то еще, там тут же начинались крики. То есть что сделали? Они скомпинировали такие вот все выдержки, и сделали то, что Чайгоз на самом деле уже утвержденно преступник. То есть там написано так: судом Российской Федерации таким-то числом установил, понимаете, что такой-то там человек. У нас на связи уже Николай Полозов, и я думаю, что он нам подробнее расскажет о том, что там происходит. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня... Вот вы, очевидно, слышали часть нашей дискуссии по вот этому спору между Ахтемом Чайгозом и Темишевым, адвокатом, о том, что особое производство, что Темишев утверждает, что признание вины его подзащитными в особом производстве не может быть использовано против Ахтема Чайгоза. Ну, скажем так, по российскому закону регулируется особый порядок главой 40 статьей 314-318 Уголовно-процессуального кодекса. И те сведения, которые не касаются подсудимого, они, в принципе, принимаются судом просто на веру. То есть подсудимый конкретно, если мы говорим о деле о массовых беспорядках, признает свою вину в том, что он принимал участие в массовых беспорядках, а суд уже устанавливает сам факт, что массовые беспорядки были. И если в других последующих процессах сторона защиты будет утверждать, что такого факта не было, всегда можно показать: вот конкретный приговор. Да, суд не может применить какие-то конкретные слова, которые там сказаны про Ахтема Чайгоза, это должно доказываться в его судебном процессе, но уже установлен факт массовых беспорядков, и я хочу напомнить, что эти два приговора были представлены в дело Меджлиса, и в деле Меджлиса российский суд постановил запретить эту организацию, этот представительный орган на территории Российской Федерации. Особый порядок, он хорош, когда дело касается какого-то бытового криминала. Но когда речь идет о, скажем так, тех вещах, которые имеют политический контекст, те, которые будут иметь продолжение, те, по которым можно осудить не один десяток людей, просто выхватывая их с течением времени, ну, как это происходит в болотном деле. До сих пор прошло уже 5 лет, новых и новых хватают и сажают.
Вот. Подобное, скажем так, принцип «умри ты сегодня, а я завтра» уже не подходит. И оправдать его ничем невозможно. Сегодня Марк Фейгин сказал о том, что ФСБ готовит крупное межлисовское дело. Как вы думаете, будет ли использована вот эта ситуация с признательными переговорами вот в этом деле против всего Меджлиса? Безусловно, будет использоваться. Безусловно, репрессии в Крыму будут продолжаться. Российская власть уже предприняла конкретные шаги для того, чтобы попытаться уничтожить Меджлис непосредственно в Крыму. Сейчас российской власти в преддверии выборов необходимо просто дотоптать остатки, дотоптать тех людей, которые там остаются из числа членов Меджлиса, и в ход пойдут любые средства. Поэтому уже вступившие в законную силу приговоры, это будет очень удобный инструмент для того, чтобы продолжать репрессии в отношении тех, кто мыслит иначе. Николай, у меня к вам есть еще один вопрос. Вот этот особый порядок, о котором мы говорим, то есть он предполагает, что обвиняемый признает вину и не нужно никаких доказательств. Но ведь, насколько я понимаю, с точки зрения международного права, признание вины не является доказательством. Мы говорим фактически о каком-то бесправном вообще действии. Разве может адвокат... Я просто хочу понять, насколько этично советовать этот порядок. Но еще раз повторю, когда речь идет о каких-то бытовых криминальных делах, действительно есть преступник, который совершил какое-то уголовное преступление, он хочет как-то облегчить свою судьбу. По особому порядку суд не может назначать больше 2/3 от максимума наказания. Это приемлемо. Но когда, во-первых, человек не виновен, да, я абсолютно уверен, что и Небиев, и Юнусовы, никто из них не участвовал в массовых беспорядках. Самого факта массовых беспорядков не было. То есть фактически это и самооговор, и оговор других лиц, включая Ахтама Чайгоза. Я хочу вам еще задать последний вопрос. Например, в судебном, в приговоре, например, Талята Юнусова, там сказано, ну, помимо той преамбулы, которая явно была написана, она общая и для Юнусова, и для Небиева, там сказано, например, вот у Юнусова, что он находился справа, что он видел там в том числе и Дигирмиджи, и Чаруха, то есть он видел людей, которые били, которые куда-то заходили. Мне вопрос, насколько вот этот признательный приговор повлияет на судьбу, я уже не говорю об Ахтеме Чайгозе, о других, например, о Мустафе Дигирмиджи. Но надо понимать, что вот эти сведения, которые внесены в приговор, они просто взяты из обвинительного заключения, которое ранее сфабриковал следователь и подписала прокуратура. Причем фабриковалось все в лучших традициях 30-х годов, вот где все эти истории про японских шпионов, про толченое стекло в кашу товарищу Молотову, ровно никакого отношения к реальности не имеет, так же, как не имели те приговоры. Впоследствии они были отменены. И я убежден, что эти приговоры будут отменены. Но на текущий момент сложившаяся ситуация угрожает существенно не только Ахтему Чайгозу, но и тем, кто сейчас идет по делу 26 февраля, и те, кто потенциально потом, через год, через два, также будут привлекаться по этому делу. Спасибо, спасибо, Николай. Ну вот, в принципе, мы поняли, зачем это. Для того, чтобы установить факт беспорядков. То есть то, что мы знаем, что нет ни одного свидетельства о том, что это были беспорядки вообще, что они вообще были. Есть масса кадров, которые показывают о том, что это именно русское единство, и Аксенов просто провоцировали людей. Вот сейчас мы говорим о том, что есть угроза серьезная для Меджлиса и для последующих дел. У меня, знаете, какой вопрос по этому поводу? Вот в той перепалке, которая была, господин Темишев утверждал, что он рассказывал о том, что ему просто повезло, что вот особый порядок, что вот как-то суд встал на защиту заключенного, как бы вот таким образом. Он рассказывал о том, что их взяли на поруки. Но у нас, например, тоже Николай Полозов, который только что был в эфире, он рассказывал о Мустафе Дигирмиджи, о том, что 6 марта, вот буквально вот недавно, Мустафа рассказал о том, как его склоняли к сотрудничеству, как ему обещали выход на свободу, если он оговорит Ахтема Чайгоза. И мы, знаете, мы говорим о том, что есть одни люди, которые продолжают быть верными своим принципам, и есть другие люди, которые говорят о том, что ну, мне же жить. И это серьезный конфликт. Что делать простым людям, которые оказываются в таких делах? Знаете, вот по делу Мустафы Дигирмиджи и другого вот его по делу идут.
Алия Ну, если говорить, называть имена, то муфти Крыма Эмир Али Аблаев Да. уговаривал их дать показания против Ахтема Чайгоза в обмен на их свободу. Эти люди, молодые люди, Мустафа Дегирменджи и второй, они оказались сотни раз более порядочными, чем этот человек, который себя называет муфтием, сказали, что лгать не будут. Этот вроде проповедник истинной веры должен был наоборот говорить им, что надо быть на верном пути, не надо лгать. Они, да, преподали ему урок. Так вот, позиция Темишева мало чем отличается от позиции муфтия. То есть он не мог не знать, что вот эти вот приговоры, где будут говориться, что о массовых беспорядках, будут использоваться потом против других тоже. уже используют. Используется. Он что, до такой степени наивный, что не знал этого? Не знаете, что смущает? Что вы сказали, что нужно делать в этих случаях простым людям? Вы знаете, не надо героизма, просто надо оставаться самим собой. Выполнять свой долг, независимо от того, что тебе за это будет. Но это тоже, конечно, иногда требует героизма, особенно в условиях оккупации. Меня смущает то, что в этом деле как-то вдруг очень резко изменились акценты. Что фактически Мустафа Дегирменджи, Али Асанов, Ахтем Чайгоз, люди, которые продолжают держаться своей позиции, ну, правой стороны, они правы, они не хотят лгать. Вот и все. Вдруг становятся какими-то антигероями. На них льется просто поток пропаганды о том, что они фактически не хотят войти в положение других людей, что они обвиняют, то есть обвиняют того же Темиша. Меня знаете, что поразило? В его посте он выставляет себя героем. Мы говорим о подмене понятий. Не, у него там интересная фраза. Вот, если будем продолжать дискуссию, он может что-то сказать. Ну, что ты можешь сказать? Это уже Россия сколько наговорила. Ну, еще один будет, еще один там холоп, который скажет против Меджлиса что-то. И его позиция о том, что, ну, как же его хорошо там использовали, и русская печать тоже. Когда он говорил, что Меджлис, там, эти люди, которые за пределами Крыма, они там не имеют отношения к этому, что... И сразу же хорошо использовали, сказали, вот открещиваются от Меджлиса. Он это тоже знал. Но это, видимо, его устраивало, такая позиция. Тут сказано мне, я просто хочу... Знаете, это все какой-то сплошные параллели, например, с национально-освободительным движением. Потому что мы говорим о том, что Меджлис, который сегодня уже признан постановлением Верховной Рады как представительский орган Меджлиса Курултая, о том, что на международной арене вот в этот момент, в принципе, все разговоры о Крыме всегда ведутся, то есть в любом правительстве мира знают о том, что крымско-татарский народ, Меджлис – представительский орган. Мы говорим фактически, что де-факто сейчас происходит признание органа власти народа на международной арене. Это ведь тоже возвращение. Это вот тот путь, который был вернуться домой, возродить автономию, возродить народ в своем праве на своей земле. И когда сегодня идет некая дискредитация, например, у Темишева, я прочитала там такой момент о том, что некие люди, которые в своем патриотизме, псевдопатриотизме, отказываются идти на соглашательство, то есть на какие-то договоры. Он говорит об этом с иронией. И я просто, когда прочитала это, Мустафа, я вспомнила, когда вы Владимиру Путину сказали, что я с террористами не договариваюсь. Понимаете, вот эта позиция, что мы здесь и нам легко. Насколько нам легко? Ну, сейчас странно, что вот повторяется то, что российская пропаганда говорит о том, что, вот, дескать, уехали из Крыма. Кто уехал? Вообще вот их у российском правосудии что-то идиотское какое-то. Меня объявляют, скажем, в розыск, и в то же время не пускают. Так пустите, я, может, приду, зачем меня разыскивать? То же самое Рифату Чубарову. Вот то, что Темишев в своем... Ну, еще у него там высказывание о том, что я тоже не согласен с некоторыми членами Меджлиса, да еще и, может быть, совсем орган. Да кто ты такой, чтобы соглашаться и не соглашаться? Я тоже, может быть, не согласен с членами какими-то Меджлиса, но это орган, который избран народом.
другого нет. Вот его избрали. Тебе ли разбираться о том, что там правильно какие-то Меджлис выносил решения или нет? Ты же, главное, мог бы сказать. Вас это не касается. Это представительный орган крымско-татарского народа. Это не организация. Вы не вправе судить. Все, точка. И его позиция, скажем, ну, опять, раз уж пошли, как он защищал Меджлис. Он говорит о выборах. А? Он говорит о том, что необходимы выборы в Меджлис вот каждые 5 лет. Это что, прямо сейчас? Во-первых, в оккупированной территории никаких выборов не может быть. Вообще российское законодательство не предусматривает создание такого органа. Там просто не позволят проводить выборы. Они хотели же после оккупации собрать делегатов Курултая, кворум, и потом переизбрать Меджлис. У них там заготовлены были какие-то люди, которых они там туда изберут, ну, в том числе из тех коллаборационистов, которые сейчас на них работают. И потом заявят, что вот они признают оккупацию, и что под руководством Путина в Крыму все хорошо. Но это не получилось. А срок полномочий этого Курултая истекает в 2019 году, или как, в 2018 году. Но до 2018 года еще есть время, а 2018 год, ну, я думаю, до 2018 года мы освободим все-таки Крым. Так я хочу сказать, ну какой же вот этот профессиональный адвокат, если он, скажем, по вопросу о блокаде начинает рассуждать о том, что там кто был причастен, что Меджлис он не имеет отношения, потому что там другие члены были. Так, во-первых, блокада происходила здесь, на территории Украины. Какое вам дело до этого? У вас есть какие-то взаимоотношения с Украиной, договоренные, там, штрафные санкции, нет? Договаривайтесь по этому пути. Тебе, адвокату, надо просто сказать, это не подсудно вам. Блокада происходила на территории государства другого, Украины, а не на вашей территории. До этого у него ума не хватило, и он и пошло всякую чушь там нести. Я хочу добавить, вот Слава Мустафара. Просто я хочу сказать, непрофессиональный адвокат. Но, во всяком случае, на дела политические такого рода людей не надо допускать. Ну, к сожалению, как и при советской власти, таких адвокатов, как Полозов, можно по пальцам одной руки пересчитать. Ну, что поделаешь. Я просто хочу добавить всем тем, кто, как Темишев и все остальные, пытаются играть и думают, что они в чем-то переиграют оккупанта, и все это бесполезно. То есть они играют в ту игру, которая им позволяет играть. Все, то, что они склонили к этой игре еще кого-то, вот того же муфтия, псевдомуфтия, который взял, сейчас вспомнил Мустафара, он же тоже, у него были посылы нормальные, такие посылы человеческие. Он говорил о том, что я хочу остаться с народом, я хочу сохранить свою паству, вот эту вот умму, которой я управляю. Да? Я хочу быть, ну, что сделаешь, пришел оккупант, я буду с народом. Такой хороший, такой добрый дядечка. Вот тогда этот добрый дядечка, не пиши доносы тогда уже, получается, уже пришло к тому, что он написал донос. И написал с телефонами, с адресами, явками. Потому что те люди, которые пришли, которые ему уже на самом деле, с рук которых он уже сейчас ест, не ставят ему добрых целей, потому что он не нужен добрый дядечка Дед Мороз. Они не верят в никаких Дед Морозов давно. Ему уже как тому на самом деле бирлаги ставят задачу: иди и делай, что мы тебе скажем. То же самое и Поклонский, тот же самый Аксенов. Они все уже как актеры Минанса. Они как фронтлайн. Все. За ними стоят те люди, которые посерьезнее, которые привезли с Москвы. И все. И Темишев это понимать должен и обязан. Но если он это не понимает, значит, мы когда придем, мы ему объясним уже по-другому. Он должен это понимать. И когда выйдет Чайгоз, и когда выйдет Мустафа Дегельминджи, мы не собираемся там расправляться с теми, кто каким-то образом участвовал в этих вопросах. Но ответить им придется перед народом в любом случае, придется, за все то, что они делали. Я хотела бы все-таки, чтобы вы, Ленор, прокомментировали вот этот момент о том, что будущее крымско-татарского народа с Россией, об игре между Россией и Украиной, где народ использует. Это часто произносится. Это кто произносит? Это комментаторы под вот этим постом, и там было много намеков. Там... Это уже Мустафа, наверное, скажет получше. Я могу порезче сказать тоже. Здесь, если коротко сказать, то нас там... Я просто считаю, что надо объяснить. Надо объяснить людям, что происходит, почему так. Ну, ясное дело. Там
Ведь иначе другого там нельзя сказать. Нельзя же сказать, что если Крым обязательно вернется в состав Украины, что здесь нарушено международное право. Если ты это в Крыму скажешь, то твои действия, твои высказывания подпадают под статью 280 пункт 1 Российской Федерации, срок до 5 лет. Но для этого Поэтому мы там здесь, тишина. чтобы это говорить. Да, а? Но для этого мы тут, Вот чтобы мы это поэтому говорить. и говорим, потому что вот то, что они говорят, это не имеет никакого значения. Все мировое сообщество, за исключением нескольких стран-аутсайдеров, типа Северной Кореи, там, Армении или еще Беларуси, поддержали оккупацию Крыма. Но то все мировое сообщество против. И тут делать вид, как будто бы мы правы, а весь мир не прав, ну, это же просто позиция идиота, так сказать. Но в таком идиотском положении оказался Путин и все, кто ему следует. Что тут комментировать? Я просто, знаете, вот почему это важно для меня? Потому что я вижу, что, пользуясь вот этим тотальным запретом на мнение, когда в Крыму просто нельзя говорить элементарные вещи, да, то есть цитировать международное право, ну нельзя. Но Потому там более что это называется экстремизм теперь. Там более смешные вещи происходят. Ну, скажем, так называемый крымский консенсус называется, да? Да. Рассуждают о том, что как было хорошо, плохо было или хорошо было в Украине, и как сейчас. И вот эти участники должны сказать, все прекрасно знают, что нужно говорить только, что раньше было плохо при Украине, а сейчас хорошо. Потому что если так не скажешь, будешь отстаивать другую точку зрения, там уже за дверью тебя будет поджидать сотрудник ФСБ. Или же на следующий день придут за тобой. Потому что твои слова о том, что было хорошо в Украине, что надо вернуться в Украину, уже подпадают под статью 280. Ну, это вроде бы понятно и для идиота, но это с таким серьезным видом преподносится в оккупированном Крыму, как будто там действительно идет какая-то дискуссия. Вот в чем смехотворность положения. Я хотела бы, знаете, еще что спросить. Есть все-таки наказ народа, который много десятилетий назад, то есть вот эта цель – вернуться домой, вернуться в Крым, восстановить автономию, восстановиться в праве и возродиться. Практически все достигнуто. Мы видим результаты. Мы видим результаты, вот опять-таки ваша борьба, вот эта несгибаемость. То есть это и есть результат. На сегодняшний момент сейчас основная борьба идет, в принципе, за то, чтобы восстановить народ в праве на своей земле. И она уже, в общем-то, на последнем этапе, на сегодняшний момент. Я хотела бы спросить вас, как вы думаете, то, что происходит сейчас в Крыму, это продолжение советской политики или это что-то другое? Вот российское, то, что делает Россия. Ну, это такая же тоталитарная система, такая же, как была при советской власти, ну, с некоторыми отличиями. Ну, советская власть же везде, не все периоды были одинаковые. Да. Там был 19-20-х, был период НЭПа, относительная, так сказать, демократия, потом Великий террор, начиная там с 1936 года, потом сталинские чистки. И, наконец, была перестройка, где, в общем-то, еще была хрущевская оттепель, которую называли вегетарианским периодом коммунистической партии, когда они сразу расстреливали людей за высказанные вещи, а только сажали в тюрьму. И, наконец, перестройка – это почти разгул демократии, да? Так вот, если сравнивать нынешнюю ситуацию в Крыму с разными периодами советской власти, то это скорее напоминает вот эти 1937-е годы. Правда, расстрельных таких статей нет, но вот такое вот давление, вот этот шквал доносительства, прослушивание всех, контроль за тем, кто что скажет, это осуществляется. Ну, еще единственное такое существенное отличие даже от 1937 года, даже в 1937 году бесследно люди не исчезали. Там была процедура убийства людей. Тройки там или еще что-то, следствие. Человек знал, что его отправляют на смерть. А тут просто люди могут исчезнуть. Как это было с Эрвеном Ибраимом, как с Решатом Мухаметовым. Потом находили их трупы. Ну, в некоторых случаях мы и трупы не находим. У нас с нами на связи сейчас жена Ахтема Чийгоза, Эльмира Чийгоз. Здравствуйте, Эльмира, вы слышите нас? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы сейчас обсуждаем письмо вашего супруга, которое он передал из СИЗО, где он говорит фактически о том, что сейчас происходит вокруг его дела. Я, знаете, о чем хотела спросить вас? В
в одном из сообщений, это, кстати, писал Джемиль Темишев, он рассказывал о том, что недавно буквально, на деле, 27 февраля, когда слушалось дело в суде, свидетельские показания в суде против вашего мужа, там ваш муж сказал, что ему предлагали донести на Рифата Чубарова, на Мустафу Джамилева, и ему предлагали свободу за доносительство. И вот мы обсуждаем в нашей передаче сегодня тезис, высказанный адвокатом Темишевым «Свобода любой ценой». Что вы думаете о свободе своего мужа любой ценой? Вы знаете, я ничего не услышала, дублируйте. Очень плохая связь. Очень. Давайте я еще раз тогда повторю. Скажите, прокомментируйте, пожалуйста. Мы обсуждаем тезис о том, что свободы заключенных людей по 26 февраля необходимо добиваться любой ценой. Вы, как супруга Ахтема Чийгозова, что вы думаете по поводу этого тезиса? Я могу только сказать то, что говорит Ахтем Чийгоз по этому поводу. Он считает, что свободу нельзя получить любой ценой. У крымских татар есть такая замечательная пословица «Адын чиханджи, джанан чихсан». Это значит, чем Потерять смысл жизни. пустить свое имя Лучше умереть. в таком в не очень хорошем контексте по людям, лучше умереть. И Ахтем всегда говорит, и в последнее время очень часто говорит о том, что героем, наверное, чтобы стать, наверное, не хватит всей жизни. А чтобы стать подлецом, нужно сделать всего один поступок. Поэтому свободу любой иной, наверное, это возможно. Потому что в нашем деле речь идет не об одном человеке. В нашем деле речь идет о всем крымско-татарском народе, о его позиции, о его достоинстве, о его чести. Поэтому эта фраза в данном контексте и вообще для нас совершенно не подходит. Эльмира, я хотела спросить вас. Этот вопрос, я не знаю, задавал ли вам его кто-то. В какой помощи нуждаетесь вы и ваш супруг вот от нас? Чем мы можем помочь вам в той борьбе, которую вы ведете сейчас вместе? Вы знаете, сейчас самое важное — это максимально информировать общественности украинской, международной о том, что происходит сейчас в Крыму, в частности, в нашем процессе. И сейчас, наверное, самое важное для нас — это внешний фактор. То по этому процессу, как этот процесс может повлиять на дальнейшие действия украинского политикума, украинского социума в отношении Крыма и крымских татар. Спасибо. Вот, наверное. Спасибо большое, Эльмира. Спасибо огромное. Мы будем надеяться, что это я просто... Вот это вот мнение супруги. По поводу того, что Эльмира сказала. Я знал о том, что Ахтему Чийгозову говорили, они же все равно в Украине, им все равно ничего не будет. Скажите что-нибудь, и все будет в порядке. Он сказал, он с омерзением отверг их предложение. Я не буду с вами вообще на эту тему разговаривать. Но в данном случае речь идет о людях, которые в Крыму, которые еще в лапах этого ФСБ. И давать вот такой вот материал для дальнейших репрессий против своих соотечественников, это просто верх непорядочности, я считаю. Я бы не хотела, чтобы мы... Вот смотрите, мы сегодня целый день, мы вот всю передачу, мы не осуждаем ни в коем случае ребят. Вот ни в коем... Сам Ахтем Чийгоз пишет, что он не осуждает их. Кого? Ребят, которые пошли на эту сделку, которые вот признали, испугались и так далее. Он осуждает саму процедуру, то есть как поставить на поток вот эти признательные показания, доносительство друг на друга. Как это значит не осуждаю? Если человек совершает трусость, зная, что вот то, что ты говоришь, будет во вред, и ты, пользуясь этим, хочешь выйти на свободу, как это тут не осуждать?
каждому надо воздавать должное, чего он там сделал. Поэтому я эту точку зрения не разделяю. Я поддерживаю здесь Мустафара обязательно. И, кстати, когда Мустафара сравнил с 1937 годом, все-таки Россия сейчас использует гибридную войну с нами. И поэтому там есть элементы и 1937 года, и 50-х годов. Там вот в 6-м процессе Мустафы Джемилева, кстати, есть очень такая графа, посвящена, как происходила публикация и стенографирование процессов в суде у Мустафара. Там очень четко было написано, что процессы не давали записывать, ни диктофон, ничего проносить нельзя было. И Мустафа сам вел дневник процесса суда. То есть, кто что говорил, кто какие показания давал. И потом на основании тех бумаг, которых писал сам подсудимый, которого также судили за действия, честные действия, которые он совершал, он же, вот то же самое сейчас происходит и сейчас. То есть, возвращаются те времена. Что-то с 1937 года, что-то с 50-х, что-то с 60-х. То есть, это гибридный геноцид сейчас, этноцид сейчас всего крымско-татарского народа. И если мы говорим о том, что у нас есть герои, значит, у нас есть и подлецы. То есть, если говорить о всем народе. А другое дело, что как они уже после того, как они будут смотреть в зеркало и как они будут к себе относиться, это в первую очередь нас всех касается, потому что они представители нашего народа. А за некоторых нам стыдно становится, а некоторым многими. Вот никто не ждал от Дигерменджи или Али Асанова какого-то героизма. Это просто ребята, они не в Меджлисе, не в Курултае, не в национальном движении. Да. Они просто настоящий ахаляр, как мы говорим, они просто вот с позиции жизни, они просто честные люди. Они не думали ни о каком народе в это время, о чем-то еще, что они каким-то будут там, для кого-то будут каким-то там, я не знаю, там флагом. Нет, просто честные люди. Газматов об этом очень хорошо сказал. Он сказал, что в трудные времена не надо искать какую-то там позицию, которую тебе должен кто-то сказать. Просто не будьте подлецом. Оставайтесь честными людьми. Все. Вообще ценность человека, его моральные качества действительно выявляется, когда человек попадает в экстремальные позиции. Любой подлец, он, может быть, прослыл бы и как порядочный человек прожил, пока не сталкивается с какими-то вещами. А оказавшись в тюрьме, оказавшись под давлением, уже ценность человека действительно проявляется. Для нас тоже, конечно, очень большим сюрпризом оказалось, что некоторые члены Меджлиса оказались подонками, работающими сейчас на оккупантов. И в то же время люди, которые выступали с критикой Меджлиса, еще в те времена говорили, обвиняли, кто там в диктаторстве, кто-то в чрезмерном демократизме Меджлиса, сейчас с горой стоят за Меджлис. Вот где выявляется ценность людей. Да. Такой чекин про весь народ посмотрел, кто есть кто. Это очень Это важно. интересно, потому что я очень рада, что мы пришли к этому выводу, что в данном случае вот героизм крымско-татарского народа, это уже от меня лично. Я когда-то давно еще участвовала, еще в 2012 году, в передаче, где задался вопрос, почему у нас нет Вацлава Гавела в стране. И все обсуждали это, обсуждали. И я тогда сказала, что как нет, у нас есть Мустафа Джемилев. Вот этот момент, вот эта неизгибаемость, героизм. Это что-то невероятное. И сегодня мы наблюдаем это в Чегозе. Мы действительно наблюдаем это в Мустафе Дигермеджи, в Али Асанове, то есть в людях, которые, в общем-то, никогда не были членами Меджлиса, никогда не были управленцами Меджлиса. Это традиция. Кстати, один из журналистов, я сейчас приведу пример, пользуюсь Мустафара, здесь задали вопрос Мустафе Джемилеву, за что вы сидите? Вы же за весь народ сидите. Вот ответ услышите от Мустафы Джемилева. Расскажите, что вы ответили. Да нет, вот просто приехал один товарищ, прислали его ко мне в Якутию на ссылку, вроде бы, чтобы мне помогать. Ну, его там не прописали, ему надо обратно возвращаться. И он говорит, вот я вернусь, расскажу, что вы здесь страдаете за народ, а они там своими помидорами занимаются. А я ему говорю, кто сказал за народ? Я за себя, я хочу вернуться на родину, поэтому я вот и добиваюсь. А поскольку одному скучно же в Крыму без своего народа, я и хочу, чтобы весь народ вернулся. Спасибо. Так вот он потом, он же сам по-своему понял, а потом приехал он к себе в Янгюль, говорит, ну вот, елки, я думал, Мустафа Джемилев за народ, но он, оказывается, тоже за себя. Мы должны уходить сейчас на перерыв, мы продолжим после перерыва, не переключайтесь.